Добрый день, уважаемые коллеги, классные руководители Республики Коми. Вас приветствует Коми-Республиканский институт развития образования. Коллеги, традиционно по четвергам мы проводим республиканские онлайн-семинары. К нам подключается все муниципальное образование нашей республики, и мы очень рады, что сегодня у нас действительно очень большое количество подключений. На уровне каждой образовательной организации сегодня включены в онлайн-семинар команды классных руководителей. Мы очень надеемся, что также в семинаре принимают участие руководители и заместители руководителей организации. Итак, наш семинар сегодня посвящен проектированию работы классного руководителя с учетом возрастных психологических особенностей обучающихся. Это очень важная тема, и я хочу напомнить, что в рамках проведенного мониторинга деятельности классных руководителей именно эту тему наши классные руководители заявили как очень значимую для формирования вашей деятельности. Конечно, мы понимаем, что именно классный руководитель, он именно тот педагог, который находится всех ближе к каждому ребенку в образовательной организации. Он понимает, он знает особенности личности ребенка. Он видит уникальность каждого ребенка. Но это не идеал, это тот результат, который нам необходим для того, чтобы мы с вами в рамках единого образовательного и воспитательного пространства формировали наших обучающихся именно в системе, которая раскрывает его уникальность. Ребенок живет настоящим, и именно это настоящее, это и есть та зона комфорта в образовательной организации, которую необходимо создать. Мы с вами понимаем, что действительно сегодня все проблемные онлайн-семинары, они посвящены именно построению эффективной и системной работы классного руководителя. Поэтому сегодня наш семинар, он построен именно на основе нашей традиционной структуры. Сегодня в рамках семинара мы работаем с федеральными экспертами. Нам очень важно, коллеги, именно эту структуру сохранить. И сегодня Варвара Алексеевна Лаврентьева, которая является абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагог-психолог России 2020 года, работает с Республикой Коми. Тема очень важная – воспитание и формирование личности от намерения к результату. И именно с этой темы мы сегодня начинаем. А далее, коллеги, опыт представителей нашей республики. Нам всегда важно, что наши региональные эксперты, наши опорные школы включаются в республиканский онлайн-семинар. И сегодня с нами работает ИНТА, Воркута и коллеги из организаций, и Кослапова Анна Сергеевна, и Елена Петровна Сидельник, и Григоришина Наталья Ивановна сегодня будут работать вместе с нами. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что все направления, которые мы сегодня озвучили, они найдут сегодня основания для нашего профессионального диалога. Я напоминаю, что у вас есть возможность работать вместе с нами в профессиональном чате, задавать вопросы нашим экспертам и получать на них ответ. Модератором нашего семинара является Анастасия Николаевна, которая будет работать в течение всего периода проведения нашего онлайн-семинара. Но сейчас, Варвара Алексеевна, вы с нами на связи. Да, здравствуйте. Да, вас приветствует Республика Коми. Мы благодарны вам за то, что вы нашли профессиональную возможность сегодня выступить на онлайн-семинаре с такой значимой для наших классных руководителей темой. Вам слово.
Благодарю вас за приглашение. Действительно, тема очень значимая. И хотела бы начать с того, что совсем недавно, буквально вчера, я участвовала в качестве члена жюри на конкурсе конкурсе школьных команд, школа самых классных, московский этап конкурса, и имела возможность слышать мнение классных руководителей о том, как воспитывать и формировать личность ребенка, каким должен быть классный руководитель, который эту личность формирует, как происходят взаимоотношения и взаимообмен между обучающимися и классными руководителями, какими качествами могут дети научить своих педагогов и, соответственно, педагоги детей. На самом деле было сказано очень много во время конкурсных испытаний, очень много интересных идей я услышала от своих коллег. И на самом деле тема важная, актуальная. Как воспитать, сформировать личность? Как мы можем продвинуться от этого намерения, от желания сформировать личность к результату, к той личности, к которой мы стремимся. И хочу вам показать одно короткое видео. Коллеги, у меня к вам просьба поставить плюсик в чат о том, что вы слышите звук видео. Просто подтвердите, что звук идет. Спасибо большое за обратную связь. Спасибо огромное, коллеги. Так, смотрим видео. Пойми, для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны 3 условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Тише едешь, дальше будешь. Понял? Ну, в общем, как... Ну, еще раз показываю. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Давай, пошла. Либо убьется, либо покалечится. Итак, как же нам не биться, как классным руководителям, в стену? Что делать для того, чтобы наши намерения не наталкивались на пути к результату? Давайте разбираться, как пройти этот путь и на что может опираться классный руководитель. И для начала давайте договоримся о терминах. И, конечно, начнем с главного термина «воспитание». Очень много определений в отечественной литературе, в зарубежной. На самом деле, когда готовилась к этому семинару, прочитала интересное мнение о том, что в зарубежной литературе не существует однозначного аналога тому, что мы называем воспитание, и поэтому зачастую складывается ощущение, что как будто бы воспитания, воспитательной деятельности нет в зарубежных школах. Однако это не так. Есть множество синонимов, которые описывают гражданское, социальное воспитание, формирование ценностей, ключевых ценностей, которые хотим видеть в подрастающем поколении, формирование личности, характера. На самом деле, да, этих определений множество. Предлагаю остановиться на одном достаточно распространенном, о том, что воспитание – это целенаправленное влияние на развитие личности. Чтобы быть эффективным в реализации данной задачи, получается, что руководитель класса, классный руководитель должен четко представлять себе желаемый результат работы и, собственно, понимать, что он формирует. Да, мы говорим, что мы оказываем влияние на развитие личности школьника. Тогда возникает вопрос, что такое личность, как она формируется, есть ли какие-то специальные механизмы ее формирования и из каких составляющих складываются эти механизмы, из каких составляющих складывается личность. Давайте разбираться с этим термином. Существует множество, конечно, подходов к трактовке, к пониманию этого понятия, что такое личность, как мы можем рассматривать это понятие. Но в общем и целом исследователи сходятся на мнении, что личность – это человек, который обладает определенными качествами, он самостоятельно выстраивает, контролирует свою жизнь и, конечно, несет за нее ответственность.
И вот те составляющие, о которых мы здесь можем говорить, те компоненты структуры личности, вы их видите на слайде в качестве такой системы из 4 пазлов. И это такие компоненты, как первый компонент, это то, что можно вместе объединить понятие мировоззрения. Туда входят как составляющие мотивы, интересы, убеждения, установки. Следующий наш пазл – это умения, навыки, поступки. Третий пазл – знания о себе и о мире. И, наконец, четвертый – темперамент, характер и способности. И если мы оказываем своим воспитанием целенаправленное воздействие и формируем личность, то мы с вами можем понимать, что это воздействие мы можем оказывать на каждый из 4 пазлов, на каждый из компонентов. Приведу примеры. Посмотрите, пожалуйста, все те же самые пазлы, 4, которые вы видите на этом слайде. Что мы здесь можем сформировать, каким образом? Например, убеждение. Представим, что в наш класс пришел ребенок, который считает, что дружить можно хорошо только с детьми своего пола. А с противоположным полом нет, потому что с детьми своего пола дружить интереснее, веселее, и он просто так привык, он только что пришел из детского сада в школу, он привык дружить так в детском саду. Такой сформировался стереотип убеждения. Да? Что мы можем сделать, чтобы изменить эти убеждения? Мы можем проводить совместные проекты, объединяя всех детей класса, не разделяя их, да, на мальчиков и девочек. Мы можем делать как можно больше различных совместных игр, заданий, проектов, представлений, где обязательно нужно объединяться с разными детьми, в этом классе. И тогда ребенок в этой ситуации, он получает прежде всего опыт общения с детьми своего пола, с детьми противоположного пола, и этот опыт дает возможность изменить сложившийся стереотип, сложившееся убеждение. Ну, конечно, важно помнить, что бывают такие убеждения, которые исходят из семьи, убеждения, которые имеют родители и дети, нам их транслируют, и тогда здесь уже будет разговор не о работе только на уровне классного коллектива, но, конечно, о работе с родительской общественностью, с семьей каждого конкретного ребенка, если мы хотим как-то сформировать общее понимание и как-то изменить, может быть, убеждения детей, убеждения родителей, как-то попытаться это подкорректировать. И тогда это первый наш пример. Пример второй – темперамент. Казалось бы, это такая базовая характеристика, которая связана с особенностями нервной системы, с тем, как наша система нервная устроена, да, и тогда получается, что у нас есть в классе дети, которые очень быстро выполняют задания, просто потому что они все делают быстро, в принципе. Есть дети, которые медлительны сами по себе, им нужно больше времени на то же самое занятие, на то же самое задание. Как действовать классному руководителю? Например, действенный прием в данном случае – похвалить тех, кто быстро выполнил, за скорость и точность выполнения, ну а тех, кто делает что-то медленно, подбодрить и сказать, что еще есть время на выполнение этого задания. И тогда, если это будет постоянное действие, постоянное взаимодействие педагога и классного руководителя со своими детьми, то это поможет медленно почувствовать себя увереннее, спокойнее, поможет им немного больше приобрести темпа, ну а быстрым быть аккуратными в своей быстроте и допускать меньше ошибок. Ну, конечно, это только 2 примера, и все остальные составляющие этого пазла, они не менее важны. Очень много чего можно сказать о знании ребенка о мире и о самом себе, о тех составляющих, которые
как он познает свою личность, как познает себя. И забегая вперед, скажу, что это очень важный момент, когда мы говорим о подростках, о том, как формируется самосознание, самопознание подростка, да, формируются компоненты представления о себе «я реальным», какими качествами я сейчас обладаю, «я идеальным», какими качествами я хотела бы обладать, «я возможным», чем я еще могу обладать и так далее. То есть на самом деле каждый из этих кусочков пазлов может быть той частью, тем кусочком пазла, той мишенью, на которой воздействует классный руководитель в своей работе. И дальше, прежде чем перейти к данному слайду, к механизму формирования личности, еще здесь задержусь буквально на 1 минуту. Умения, навыки, поступки. Конечно, нам всем хочется, чтобы наши дети, наши классные коллективы развивались гармонично, были образцом, да, того, что мы называем личностью. И, конечно, интересно понять, как же это происходит, почему одни дети совершают одни поступки, другие дети совершают другие поступки. И предлагаю еще одну видеоиллюстрацию в этой связи. Я уже поняла, что звук, видео хорошо вам слышно. Это очень здорово. Спасибо большое, коллеги, за обратную связь. И сейчас готова запустить видео. Это несколько отрывков тех реальных событий, которые происходят в жизни наших школьников. Пожалуйста, внимание на экран. В Совете Федерации сегодня чествовали детей за мужество. Так происходит уже 5-й год подряд, но каждая история уникальна. Оказавшись в экстремальной ситуации, совсем юные герои бросались на выручку утопающим, выносили ровесников из огня, оказывали первую помощь пострадавшим. 15-летний Андрей Биба из Приморья бросился в горящую квартиру спасать совсем чужого ребенка. Без подробностей, но честно, по-мужски. Страшно было, да. Все было так. Друг Илья ухватился за оголенные провода. Удар тока. Подумал, что его убьет, если я его не спасу. Леша Красноштан из Симферополя спас тонущего взрослого, бросился в воду, доплыл, дотянул до берега. Конечно, сам захлебывался, мне волны били в лицо, и я сам уходил под воду. Но я его вытащил. Я испугался за его жизнь и хотел помочь. В этих ударах сначала кулаками, потом и вовсе ногами по голове сложно узнать девочку-подростка. Для Дианы Бескокотовой эта тренировка по самообороне закончилась больницей. Девушка вспоминает, хотела научиться драться. Скромная в жизни, она решила, несколько ударов левой не помешает. Подруга рассказала о группе ВКонтакте «Бейся до конца». Якобы активистки движения смогут научить премудростям борьбы. Прозанималась буквально с ними 5-10 минут, сказала девочке, так сказать, лидеру то, что я не хочу больше с ними общаться и заниматься в их тренировке, в конторе, можно так сказать. И мне вот эта девочка сказала, либо ты занимаешься дальше, либо мы тебя бьем. В школе, где учится Диана, произошедшим шокированным, классный руководитель девочки отзывается о ней положительно и не может понять, как Диана попала в это агрессивное движение. Крупное музыкальное событие в столице Шотландии. Сегодня в Эдинбурге начались полуфиналы классического Евровидения. Свое мастерство продемонстрирует и пианист из России Иван Бессонов. Конкурс любой – это шоу. Шоу немножко не к искусству. Никогда нельзя сказать, что он сыграл лучше, а он сыграл хуже. Всегда у каждого есть что-то свое индивидуальное. И тут уже скорее зависит, какой вкус у жюри, как они чувствует музыку. День он минимум 6 часов за роялем, на котором потрепанные ноты, и на каждой странице его рукой пометки, как лучше играть. Смотрите, очень страшно. Ха-ха-ха. Вот это, я всегда с этого тащусь. Сегодня утром учитель начальных классов Наталья Шагулина пришла в себя, но побеседовать с ней следователи так и не смогли. Женщина, которая закрывала с собой детей от вооруженных подростков и получила тяжелейшие ножевые ранения, еще настолько слаба, что даже говорить не может. Пока под контролем медиков остаются и те, кто, по версии сыщиков, совершил преступление. Бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе. Уже точно известно, после нападения на детей они планировали убить друг друга. И действительно, нанесли ранения, но не глубокие. И, вероятнее всего, обоих сегодня доставят на процедуру ареста в сопровождении врачей. Сыщики уже допросили фигурантов уголовного дела. Его возбудили по статье «Покушение на убийство». И те заявили, преступление намеревались
намеревались совершить, чтобы прославиться, готовились к нему и якобы даже посвятили в свои планы кого-то из знакомых. Плохо себя вел, ни с кем не общался. А потом тут недавно, получается, месяц назад, пришел в технику пьяный. Итак, в начале новости из Израиля, которые вызывают чувство невероятной гордости за нашу молодежь. Российские школьники на Международной олимпиаде по физике, которая проходит в Тель-Авиве, завоевали 5 медалей, 4 золота и 1 серебро. И это среди почти 400 участников из 78 стран. Андрей Панферов, опытный олимпиец, на этот раз был практически уверен в победе. Хоть мне едва-едва хватило времени, я смог выполнить все. Хоть где-то мог допустить небольшие ошибки, но в общем выполнение, я считаю, хорошее. Александр Михайлович, отец самого титулованного члена команды Григория Бобкова, абсолютного чемпиона Европы и победителя азиатских игр, с нетерпением ждет возвращения сына домой в подмосковную Черноголовку. Подготовка проходила очень долго, потому что в реальности, с самого детства было понятно, что способности у ребенка есть. Занимались вещами типа логики, математики. Итак, мы с вами посмотрели сейчас видео, на которых смогли убедиться, что разные дети совершают разные поступки, да, и как-то так получается, что одни совершают те поступки, которые мы могли бы гордиться, тогда как другие, мягко говоря, расстраивают, да, и вызывают вопросы, что делать дальше, как можно помочь этим детям в дальнейшем. Мы как специалисты-психологи, мы как классные руководители, что можем сделать для того, чтобы что-то изменить в той или иной ситуации. И здесь, собственно, возникает вопрос о том, как развивается личность, как можно представить механизм ее формирования. А на самом деле он состоит всего из нескольких составляющих. Это опыт, который получает ребенок, благодаря чему у него формируется иерархия мотивов. Это осознание этих мотивов, новые потребности и мотивы, которые возникают, опыт, переживание этого опыта, подчинение и переподчинение мотивов. Сложными научными словами это можно сказать так. Расскажу на простом примере. Например, маленький мальчик увидел на улице мяч, он его заинтересовал, он увидел, как на улице взрослые ребята в этот мяч играют, и эта ситуация вызвала у него интерес. Мальчик подбежал к мячу, ударил по нему. Ему это действие понравилось, он получил опыт, да, и новый опыт оказался для него значимым и важным. И у него появился новый мотив – научиться тоже играть с этим футбольным мячом, так как это делают старшие дети. Да, и тогда, если получается, у нас есть новый опыт, он осознается как ценный, значимый, он переживается как важный, его хочется повторить, хочется чему-то научиться, чтобы это сделать лучше. Но именно таким образом и формируется потребность, внутренняя потребность что-либо делать и обладать некоторыми качествами как личности, да, как человек, умеющий, например, играть в футбол. И благодаря тому, что ребенок приобретает новые качества, умения, навыки, он начинает по-новому воспринимать различные ситуации и по-другому в них действовать. Да? Например, мальчик в нашем примере может немного вырасти и пойти в спортивную секцию и начать заниматься футболом. И, может быть, в будущем стать футболистом, да? Увидеть это как свою профессиональную мечту. Началось с очень небольшого момента. Да? Он увидел, как другие ребята играли в мяч. На самом деле, такая ситуация, которую каждый из нас может увидеть, выйти на улицу, да, но для него она оказалась значимой, важной, и ему захотелось развиваться в этом направлении. Так вот, значимые мотивы, они подчиняют себе все остальные, и так, собственно, и выстраивается иерархия мотивов. Поэтому, когда мы говорим о том, что хотим сформировать личность, мы должны учитывать механизм, который за этим стоит. Мы должны учитывать, что должен быть значимый опыт, да, в который происходит переживание этого опыта ребенком. И именно это позволяет перестраивать всю личностную структуру. Поэтому мы должны ясно и четко видеть ту профессиональную мишень воздействия, на которую будем воздействовать. А это, собственно, несколько составляющих. Это формирование и развитие определенных психологических свойств, которые мы хотим видеть в ребенке. Мы можем воздействовать на отношение ребенка к себе и к окружающему миру. И мы можем заниматься коррекцией нежелательных
форм поведения. Это 3 основных профессиональных мишени, которые я хотела бы сейчас отметить. И давайте на примере посмотрим, как это может происходить, как мы можем заниматься, например, коррекцией нежелательных форм поведения. Вот у нас есть ученик, пускай его будут звать Петя, и он приходит в 5 класс и по привычке садится на знакомое место, где он сидел всегда. А мальчик, он высокий, крепкого телосложения, и все годы начальной школы он просидел на последней парте. И даже когда его время от времени пересаживали, он всегда оказался, если он оказывался на другом ряду, он всегда оказывался на последней парте. И, собственно, когда он пришел в 5 класс, то по привычке занял знакомое для себя место. Представим себе такую ситуацию, что у нас 2 одинаковых Пети пришли в 2 разных класса, и один Петя взаимодействует с учителем а второй Петя с учителем Б. И пускай тоже предположим, что учителя по-разному отреагировали на его поведение. Вот учитель А увидел, что ученик категорически отказывается сесть на новое место, спорит, отказывается перемещаться, хочет оставаться на своем месте. И он решил, что ребенок не проявляет к нему уважения и что он упрямый. А учитель Б подметил другую особенность ребенка, что ребенок настаивает на своем мнении и не хочет его так быстро менять, его сложно переубедить, но отметил качество, которое назвал для себя настойчивость. Он позволил остаться ученику на парте, которую он занял, и решил понаблюдать за ситуацией, в то время как первый учитель сделал вывод, что нужно действовать прямо сейчас. Ему не нравится, что ученик не подчинился, не занял то место, которое ему было приготовлено, и ученик создает проблемы. И нужно действовать, настоять на своем решении. Если нужно поговорить с родителями, но все-таки пересадить ученика туда, где он должен находиться, согласно плану рассадки, согласно плану нашего педагога из ситуации А, из класса А. А вот в классе Б учитель решил понаблюдать за тем, что будет происходить дальше, рассматривает это как педагогическую задачу и решил проанализировать личностные особенности ученика. К какому же выводу он пришел? Давайте посмотрим. Да, учителя решил не анализировать личность. Да, мы с вами до этого говорили про то, какие параметры в личности есть и что мы можем анализировать, на что мы можем воздействовать. Дальнейший анализ будем производить только по отношению к учителю Б, поскольку он решил понаблюдать и проанализировать личностные особенности ученика. Итак, что у нас увидел учитель Б? Он увидел, что Петя на переменах достаточно активно общается с одноклассниками, причем скорее склонен быть лидером. При этом мы помним, он высокого телосложения спортивного, он занимается спортом, но учитель также обратил внимание, что в спорах Петя предпочитает все решать не кулаками, а словами. И поскольку он спортсмен, и для него это важно соблюдать такую спортивную этику и решать все конфликты достаточно спокойно. Это те качества, которые отметил у нас педагог в примере Б. А также, проанализировав ситуацию в учебе, педагог увидел, что у Пети по аттестату за 4 класс по основным предметам стоит оценка удовлетворительно. На уроках Петя не стремился отвечать, был не всегда успешен. При выполнении письменных заданий он все делал быстро, но недостаточно времени уделял проверке. И педагог сделал вывод относительно учебы, что у Пети есть определенные пробелы в знаниях по основным предметным областям и, вероятно, недостаточно сформированы основные учебные действия. Но при этом, как мы помним, у него есть лидерские качества, у него есть потребность проявить себя, и, соответственно, здесь возникает вопрос, на что же будет направлена работа педагога. Могу сказать, что в данном случае
Понятно, что мишенью педагогического воздействия, конечно, во-первых, становятся учебные трудности этого ребенка, да, которые необходимо устранить, недостаток тех учебных навыков, который мешает ему проявить себя не только вне класса, но и на уроке, как лидера, в том числе лидера в плане знаний. И учитывая потребность проявить себя, учитывая его лидерские наклонности, педагог, классный руководитель Пети может мотивировать его к устранению имеющихся пробелов в знаниях и навыках. И, конечно, здесь классный руководитель будет помогать другим педагогам также выстраивать эту стратегию и координировать, помогать Пете взаимодействовать с педагогами в этом ключе, постоянно подчеркивая и обращая внимание на положительную динамику. Итак, что же нам дает прием анализа личности? Что мы можем сделать, опираясь на это? Мы можем, во-первых, четко выделить мишень педагогического воздействия. Как вы помните, я говорила, их может быть несколько. Мы рассмотрели один пример, но, конечно, можно говорить и о других мишенях педагогического воздействия. Затем необходимо, что нам дает, да, прием анализа личности, определить потребности, ведущие мотивы обучающегося. Мы это можем сделать в том числе через наблюдение, через анализ того, какова была школьная история этого ребенка. Мы можем планировать и организовывать значимые для обучающегося события и активности, формировать нужный нам новый опыт в нужном направлении, да, который будет, как я говорила, значимым. И, наконец, таким образом управлять процессом развития личности обучающегося. Таким образом, что получается? Мы можем рассматривать личность, да, как результат воспитания, и тогда этот результат есть следствие действий или цепочки действий, и этот результат мы можем выразить качественно или количественно, этот результат, который измеряется. И это на самом деле очень важный момент, еще к нему сегодня вернусь. Ну и, наконец, да, еще один важный момент, который здесь нельзя не упомянуть, возрастные особенности, да, как мы их можем учитывать при проектирования личностных результатов обучающихся для развития личности. На каждом возрастном этапе у детей есть свои задачи. И, безусловно, их гораздо больше, чем указано на этом слайде, но базовые, те, на которые можно опираться, от которых можно отталкиваться, для 3 групп возрастов мы можем выделить 3. В начальной школе самым важным навыком, который необходимо освоить, самой важной задачей – научиться учиться. На следующем этапе в основной школе необходимо научиться контролировать себя и управлять своей деятельностью. И, наконец, в старшей школе необходимо учиться самостоятельно, ну, а также определить направление развития в будущем. То, что в психологии называется личностным и профессиональным самоопределением. Да, здесь ключевое слово «само», то, что позволяет подростку, старшекласснику самому определять направление своего будущего развития, в том числе профессионального, если мы говорим о профессиональном самоопределении. Так вот, результат, личность как результат и те задачи возрастные, которые мы учитываем, как их измерить, что должно быть показателями этого результата, как мы узнаем, что мы этого результата достигли. Здесь предлагаю обратиться к еще одному видеосюжету и обратить внимание на то, как мы можем измерять результат. Думаю, знакомый многим фильм. Давайте посмотрим на него с точки зрения результата, который достигает. Замечательный результат, что не день 100 грамм. Как нам увидеть эти 100 грамм в личности? Что можно здесь сделать? Хочу обратиться к понятию проектирования проекта, которое вам наверняка знакомо. Ну, еще раз просто напомню, что проектом мы называем совокупность действий, которая нам позволяет за определенное время достичь конкретных результатов. Итак, это какой-то уникальный конечный
деятельность, да, проекта, она уникальная, конечная, обеспечивает изменения. Есть результат, который мы можем зафиксировать. У нас есть ограниченные сроки, ограниченные ресурсы. И когда мы говорим о проектировании с учетом возрастных особенностей, с учетом личностных, индивидуальных особенностей ребенка, то важно отвечать на ряд вопросов. Во-первых, насколько актуально то, что мы хотим сделать, кому и почему необходимы эти изменения. В чем заключается проблема, собственно, что есть сейчас и к чему мы хотим прийти, к какому результату и почему так происходит, да, почему сейчас нету того, что нам нужно. Что такое наш результат? Через что мы его можем зафиксировать, в каких параметрах можем его измерить. Да, вес измеряли в граммах, в каких параметрах будем измерять личностные изменения. Какие нам нужны условия для того, чтобы наш результат случился, да, чтобы личность развивалась тем путем, который мы наметили. Что необходимо сделать, чтобы это происходило, да, какие у нас есть ресурсы, какова наша программа действий. Ну и, наконец, как мы можем зафиксировать, отметить для себя, что мы действительно пришли туда, куда хотели, прошли сквозь стену, а не уткнулись в нее, да, вспоминая пример из начала моего рассказа. И давайте посмотрим на такую технологию воспитательного проекта, которая помогает нам в нашей задаче целенаправленно влиять на развитие личности обучающегося. Итак, у нас есть некая актуальная задача развития. На каждом возрастном уровне, напомню, она может быть своя. Она может быть своя в соответствии с индивидуальными особенностями наших учеников. Итак, нам здесь важно отвечать на вопросы, какие действия совершает учитель или классный руководитель, да, и какие события переживает ребенок. И есть совершенно конкретный временной отрезок, например, временной отрезок учебного года от 1 до 4 четверти или разбитый на полугодие, на любые те составляющие, в которых происходит жизнь обучающегося в школе. И как мы этот путь пройдем. Давайте посмотрим на схему. Давайте, да, сначала посмотрим, прежде чем перейти к схеме, на формулировку результата. Пример. Если мы говорим о старшеклассниках, то в качестве результата, в качестве задачи возрастной мы формулируем обучение самостоятельно, да, и самостоятельное личностное, профессиональное самоопределение. Так если мы хотим, чтобы наши ученики самоопределились, то что это такое? Смотрите, результат мы можем формулировать с помощью глаголов, отвечая на вопрос, что конкретно делает наш старшеклассник. Может ли он анализировать, оценивать свои возможности, способности, интересы, действия, опыт. Понятно, что во временной раскладке это может происходить не одновременно, а последовательно. А может ли он их представить в письменной или устной форме? Как это для него происходит? Как он аргументирует тот выбор, который он осуществляет? Что он называет в качестве альтернатив, например, из которых он выбирает? А если мы говорим про выбор профессии, то существуют ли вообще для него варианты этого выбора? Существуют ли какие-то другие варианты вузов, например, у него, да, если он хочет поступить в вуз или мы можем говорить, да, и о самоопределении ученика 9 класса, который хочет уйти в среднее специальное учебное заведение, получить профессию на этом уровне, и тогда какие варианты он для себя рассматривает. Ну и, собственно, как итог, да, то, как, в принципе, ребенок строит свою образовательную перспективу, может ли он выбрать самостоятельно форму, способы учебной работы. Да, это все говорит нам о его умении выбирать, об умении самоопределяться, да, на разных уровнях. То, что касается каких-то учебных задач, и то, что касается планов на будущее, планов на профессиональное самоопределение в том числе. Итак, динамическая схема проекта, которая нам
позволяет увидеть, как и достигается результат. Наверху вы видите период времени. У меня эти периоды разбиты на 4 четверти. Разбивка может быть любая другая в соответствии с тем временным периодом, в котором вы находитесь, который вы хотите охватить. Да? Если для старшеклассника это может быть, например, период в год, то вполне возможно, что для более младшего ребенка более актуальным будет более короткое планирование. Да, если мы хотим научить ребенка какому-то определенному навыку, нам не обязательно целый год отслеживать, как этот навык формируется. Мы можем поставить себе более короткую программу создать, да, поставить более короткую задачу в ограниченный срок времени, месяц, 3 месяца, и посмотреть по истечении этого времени на результат. Итак, в столбцах описываются ключевые мероприятия или события, в результате которых у детей будут формироваться некоторые навыки, и в результате чего будет, собственно, появляться тот результат, который мы запланировали. И здесь важно еще что отметить в этой схеме, что у каждого этапа есть промежуточный результат, который позволяет нам достичь результата итогового. Хочу вам показать следующий слайд, где есть пример заполнения подобной схемы. Итак, например, мы хотим, чтобы обучающиеся 7-8 классов научились вести диалог. А для этого что они должны еще уметь? Они должны аргументировать мнение, суждение, позицию, слушать другого, да, и вести диалог в соответствии с совпадением или несовпадением различных точек зрения. И тогда классный руководитель может запланировать ряд мероприятий, которые приведет ученика к этому результату. Наш конечный итоговый результат – умение вести диалог. Наши промежуточные результаты – аргументация своего мнения, формулировка и аргументация некоторого суждения. И тогда это может быть командная работа классного руководителя с участием других педагогов, например, с участием учителей литературы и истории, классный час в формате мастер-класса, который будет посвящен техникам диалога. И после того, как он проведен, в работу включается команда учителей литературы и истории, обществознания, и мы можем те техники, которые освоили на классном часе, применять, использовать на уроках, обсуждая различные произведения или исторические события, да, различные общественные явления, которые нам важны. Еще можем узнать, собственно, с чего мы начинаем. Да? Не случайно нам захотелось сформировать умение вступать в диалог. Наверняка были какие-то дефициты в этом плане. Мы можем провести анкетирование родителей, анкетирование учителей и проанализировать то, с чего мы начинаем, собственно, с какой стартовой позиции, как родители и учителя оценивают способность ребенка, способность ученика к тому, чтобы вести диалог. Это у нас точка входа, точка первой оценки, да, и с которой мы уже начинаем действовать, собственно, да, проводить классный час и проводить другие мероприятия. Ну и так далее. Да, это может быть набор мероприятия, которые растянут на целый год. Это может быть какой-то более короткий промежуток времени. Как я уже говорила, это могут быть, в зависимости от длительности проекта, это могут быть конкретные дни, недели, четверти, это может быть несколько учебных лет. Да? То есть в зависимости от того, насколько долгосрочный результат планируется, в соответствии с этим нужно учитывать и время, которое на него закладывается. И что дает такая схема? Учитель видит, и классный руководитель видит, как запланированные активности связаны с результатами развития ребенка. Мы здесь видим также, как результаты развития связаны с достижениями ребенка, например, в внеурочной деятельности, в академической успеваемости. И если мы разработаем несколько таких проектов по ключевым личностным образовательным результатам для своего класса, то увидим в качестве результата не формальный план воспитательной работы, а такой план, который будет включать реальные оцениваемые достижения, который будет, собственно, отражать то, каковы потребности данного конкретного класса
данного конкретного ученика в нем. Поэтому он может быть личностно, персонально ориентированным проектом. И, конечно, это очень полезный в данном случае инструмент. Да, и, конечно, очень важно помнить о том, что образ результата – это залог успеха деятельности, и то, как мы, насколько четко, точно для себя этот результат формулируем, собственно, настолько эффективно мы можем его и достичь. И я хотела бы еще с вами поделиться полезной информацией о проектах, которые ведет городской психолого-педагогический центр в сотрудничестве с Московским центром развития кадрового потенциала образования, проект взаимообучения городов. Недавно прошли сессии, которые касаются универсального конструктора успешности школьника. 2 сессии были посвящены этой теме. Если вы пройдете, если у вас есть возможность сканировать QR-код, вы попадете непосредственно на страницу этого проекта, где выложены уже видеозаписи прошедших мероприятий, где есть возможность зарегистрироваться на мероприятия, которые будут. И что касается конструктора успешности школьника, очень рекомендую вам посмотреть 2-ю встречу, которая посвящена самой технологии для классных руководителей. Это еще одна технология, благодаря которой можно планировать, формулировать результат, да, и действительно приходить к результату, к которому мы стремимся, а именно воспитание личности нашего школьника. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готовы на них ответить. За очень содержательный, интересный, яркий доклад, не скажешь, выступление скорее, да, такое событие в жизни наших классных руководителей, которое, я думаю, перетечет плавно в события в жизни их учеников, наших обучающихся. Вопросов не было, я так поняла, что все заинтересовались, потому что очень активно реагировали. И мне кажется, все настолько доходчиво и детально разложено по полочкам, что вопросов даже не возникает. Спасибо вам огромное за участие, за то, что вы ходите на регионы и поддерживаете нас. Нам очень приятно участие компетентного, грамотного специалиста. Спасибо огромное. Спасибо большое. Приглашаю на мероприятие на скилл-сессии с городским психолого-педагогическим центром. Уверена, что коллеги смогут почерпнуть там много интересной, полезной именно для практики информации и технологии. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Ну что ж, уважаемые коллеги, наш семинар продолжает Анна Сергеевна Косолапова. Это учитель французского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения, гимназия номер 2 города НТ. Это наша опорная школа, да, и наши активные участники. С докладом «Программа воспитания как инструмент проектирования работы классного руководителя». О программе воспитания и о том, как разрабатывается и внедряется примерная программа воспитания в общеобразовательной организации Республики Коми мы уже много говорим и взаимодействуем, и, думаю, взаимодействуем эффективно. Я знаю, что многие школы уже приступили к разработке и даже работают по программам, по рабочим программам воспитания. Вот. И об этом подробнее, да, именно в разрезе нашей темы нам расскажет Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, здравствуйте, вы нас слышите? Мы вас видим. Здравствуйте, уважаемые коллеги, я вас слышу. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Замечательно слышно. Мы ждем, да, вот теперь ваш доклад. Отлично, тогда начнем. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Косолапова Анна Сергеевна. Я учитель иностранных языков гимназии номер 2 города Инты. И на данный момент я являюсь классным руководителем 7 Б класса. Тема моего выступления – программа воспитания как инструмент проектирования работы классного руководителя. Хочу сразу отметить, что это мой первый опыт работы в системе классного руководства. Сложно браться за что-то в первый раз, так как это большая ответственность. Но ведь чем труднее, тем интереснее, не так ли? Тем более, когда под рукой есть такой помощник, как примерная программа воспитания и составленная на ее основе программа воспитания нашей гимназии.
Целью нашей работы как классных руководителей является личностное развитие учащихся, которое, согласно примерной программе воспитания, проявляется в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей, то есть в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть в развитии их социально значимых отношений, и в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. Так как я работаю классным руководителем в 7 классе, то остановлюсь подробно на целевых приоритетах воспитания именно для этого возраста. Воспитание обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне, к своему Отечеству, своей малой и большой родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к природе, как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и в постоянном внимании со стороны человека, к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей собственной семье, к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда, культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которые дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. К здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. Ну и к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения, позволяющие избегать чувства одиночества. Ну и, естественно, к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития учащихся, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета воспитания учащихся на ступени основного общего образования связано с особенностями подросткового возраста, с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Возраст подростка наиболее удачный для развития социально значимых отношений. Необходимо сказать, что примерная программа воспитания служит отправной точкой в деятельности любого классного руководителя, так как она задает направление, показывает реальные способы и пути воспитательной работы с детьми. И это очень важно, так как одним из результатов реализации программы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Я думаю, что все вы знаете, что в программе воспитания есть 2 вида модулей. Инвариантными модулями являются классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление и профориентация. К вариативным же модулям можно отнести ключевые общественные дела, детские общественные объединения, школьные социальные медиа, экскурсии, экспедиции, походы или организацию предметно-эстетической среды. Именно в рамках этих направлений воспитательной работы и осуществляется практическая реализация целей и задач воспитания в нашей гимназии.
В своем выступлении я подробно остановлюсь на одном модуле и поделюсь своим опытом. Итак, модуль «Классное руководство». Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе всех находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его личностное развитие. При этом важно помнить, что воспитание – это не просто хорошо проведенные воспитательные мероприятия или классные часы. Важно учитывать уникальность каждого ребенка, а также важно понимать, что класс – это сообщество, в котором ребят надо научить взаимодействовать. Поэтому на начальном этапе работы с классом я очень тесно взаимодействовала с педагогом-психологом. Мы вместе проводили тренинги «Моя вселенная», «Колючка», «Круги сообщества» и классные часы на тему «Я и другие», «Песок, глина или факел». Стоит сказать несколько слов и о стиле классного руководства. На самом раннем этапе взаимодействия класса и классного руководителя для благоприятного существования классного коллектива необходимо сформировать определенные правила и принципы взаимодействия. Поэтому в самом начале мы совместно с ребятами установили общие правила поведения в нашем коллективе и неукоснительно их соблюдали. А затем для установления более доверительных отношений можно использовать элементы демократического стиля общения, так как классный руководитель, которому дети доверяют, может сделать многое для личностного развития ребенка. Успешность классного руководства складывается из системной работы в различных направлениях. Работа с классным коллективом, индивидуальная работа с учащимися, работа с учителями-предметниками и работа с родителями учащимся или их законными представителями. Рассмотрим каждое направление подробно. Итак, работа классного руководителя с детьми включает в себя распределение рабочих мест в классном кабинете. Этот вопрос требует очень серьезного внимания. Необходимо работать над сплочением класса, чтобы всем ребятам было комфортно находиться рядом со своим соседом по парте. Сплочение классного коллектива чрезвычайно важно. При формировании коллектива необходимо обращать внимание на органичное сочетание его формальной структуры и структуры неформальной, на сориентированность норм и ценностей, на гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных отношений в классном коллективе, на то, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку и насколько сам ребенок расположен к членам коллектива. Ведь вы согласитесь, что чем комфортнее ребенок чувствует себя в классе, тем успешнее его учебная деятельность, тем больше дружеского общения он будет получать. В своей педагогической деятельности я стараюсь находить интересные совместные дела и творческие занятия. Например, пешие прогулки, однодневные походы, экскурсии по городу, которые я провожу в том числе и на иностранном языке, походы в кино, когда после просмотра фильма можно обсудить что-то и поделиться своими впечатлениями. Ну или посещение мастер-классов, например, по рукоделию. Вы знаете, я прекрасно понимаю, что не все умеют шить и вязать, но, на мой взгляд, самое главное здесь то, что мы проводим время вместе. А также ребята могут помогать друг другу справляться с трудностями, возникающими в процессе мастер-класса. Организация участия класса в общешкольных делах также способствует сплочению классного коллектива, дает возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе. Также приучает ребят быть самостоятельными и ответственными. Учащиеся 7 Б класса с интересом участвуют в отчетных концертах гимназии, в ежегодно проводимых общегимназических праздниках, таких как День учителя, новогодний праздник, патриотическая игра «Девушки в погонах» или «Один день в армии». Благодаря общешкольным делам мы воспитываем у школьников уважительное отношение к людям, развиваем их чуткость, внимание друг к другу. Не менее важным является и проведение классных часов. Классный час – это возможность более близкого личностного общения классного руководителя со своими воспитанниками. Чтобы классный час был успешным, необходимо обращать внимание на уважительное отношение к личности ребенка, давать возможность проявить свою активную позицию,
тщательно отбирать информацию, которая соответствует возрасту и потребностям детей, предоставлять ребятам возможности обсуждения и принятия решений, и в целом создавать благоприятную среду для общения. На своих классных часах я стараюсь подбирать такие темы, которые близки ребятам и волнуют их. Для этого я периодически провожу опрос, чтобы выяснить, о чем ребята хотели бы поговорить, какую тему хотели бы обсудить, а затем уже подбираю соответствующий материал. Как все успевать, как правильно отдыхать, чтобы меньше уставать, здоровый образ жизни, этика виртуального общения, как нас воспринимают люди, что мы ценим в людях, какой у нас коллектив. Это те темы и проблемы, которые волнуют моих ребят. Согласитесь, что все темы актуальны. Следующее направление системной работы классного руководителя – это индивидуальная работа с учащимися. Она происходит через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, беседы с их родителями или законными представителями, а при необходимости и с педагогом-психологом. Также я стараюсь поддерживать учащихся в решении важных для них жизненных проблем, а также совместно мы фиксируем их личностные, учебные, творческие и спортивные достижения посредством портфолио. Важной направляющей работы классного руководителя является работа с учителями-предметниками. В данном случае классный руководитель выступает связующим звеном между классом и педагогами, работающими в нем. Я стараюсь привлекать учителей-предметников к участию в тех или иных внутриклассных делах. Мы вместе организуем спортивные соревнования, экскурсии. Вместе мы поддерживаем наших участников лыжни России, болеем за наших ребят на соревнованиях по хоккею, волейболу, баскетболу. Непривычная неучебная обстановка помогает лучше узнать ребят и понять их. Во время беседы с учителями я довожу до их сведения важную информацию, касающуюся моих ребят, о здоровье, о непредвиденных ситуациях, когда ребенок не по своей вине не успел подготовить домашнее задание. Хочется отметить, что учителя, работающие в моем классе, постоянные участники родительских собраний. Они переживают за успехи ребят, отслеживают их прогресс и всегда открыты для индивидуальных консультаций с родителями. Поэтому у родителей, учащихся моего класса, всегда есть возможность общаться с учителями-предметниками. На мой взгляд, подобное взаимодействие помогает объединить усилия для обучения и воспитания ребят. И говоря о направлениях работы классного руководителя, конечно же, нельзя не сказать о работе с родителями учащихся или их законными представителями. Родители – это основные участники воспитательного процесса, и с ними необходимо налаживать контакт. Поэтому важно конструктивно организовывать работу с ними. Во-первых, конструктивное общение с родителями привлекает их внимание к заботам школы, создает позитивный имидж школы, поддерживает постоянную обратную связь с родителями в вопросах воспитания детей. Во-вторых, привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности помогает расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы. И в-третьих, это повышает педагогическую грамотность родителей. На родительских собраниях я стараюсь уделять время вопросам, которые могут помочь родителям в общении как с их собственными детьми, так и с педагогами. Например, психологические особенности подростков, как следует себя вести родителям, если у ребенка проблемы с учителем, жизнь реальная и виртуальная, как помочь ребенку организовать свой рабочий день, профилактика здорового образа жизни. Помимо этого, стараюсь организовывать совместные походы и экскурсии, творческие семейные мастерские, общие празднования дней рождения детей. Я считаю, что в таких совместных делах семейные ценности становятся наглядными для ребенка, так как проявляются в деле, а не на словах. Помимо этого, я бы хотела отметить традиционные мероприятия для родителей, которые проводятся в нашей гимназии. Это дни семьи, проведение закрытия финансово-экономической игры «Капитал», День открытых дверей, проведение праздников, таких как День матери, Новый год или отчетный концерт гимназии. Таким образом, использование программы воспитания помогает организовывать работу классного руководителя. Подводя итог, заметим, что классный руководитель имеет дело с постоянно развивающимися личностями своих детей,
а потому он сам должен постоянно развиваться, работать над совершенствованием самого себя. Собственное развитие стимулирует работу мысли и не дает педагогу находиться в стагнации. Хотелось бы мне еще отметить, что у меня был очень интересный опыт в рамках участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года», когда во время конкурсного испытания «Классный час» мне удалось организовать взаимодействие с учащимися. Это придало мне уверенности в том, что я нахожусь на правильном пути. Свое выступление я хочу закончить словами известного советского педагога Антона Семеновича Макаренко. Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. Спасибо за внимание. Участников семинара, да, то есть в силу того, что вы практик, ну, вы как объяснили, да, вы только приступили к работе классного руководства. Был ли у вас вот такой опыт работы с неуспевающими детьми в классе, и какие приемы вы использовали для поднятия мотивации? Может быть, вот на вашей практике уже вы столкнулись с такими сложностями и были какие-то успехи? Вот если имели место быть, можете ли вы ими с нами поделиться? Да, конечно. Был опыт работы с неуспевающими учениками. Здесь, естественно, у нас используется индивидуальный подход к ребенку. То есть мы составляем индивидуальный план работы, составляется отдельное расписание по отдельным предметам, в которых ребенок испытывает какие-то затруднения, и затем уже после уроков проводится индивидуальная консультация, на которых отрабатываются какие-то трудные вопросы в понимании того или иного предмета. Такое было в моем классе, да. То есть практика у нас такая есть. Говорите. Второй вопрос по поводу мотивации. Знаете, это такой очень актуальная, скажем так, проблема, я думаю, которая в данный момент волнует многих учителей-предметников, как заинтересовать ребенка своим предметом, увлечь его, чтобы ребенок приходил на урок с горящими глазами и всегда был готов работать. Для того, чтобы заинтересовать ребенка в своей педагогической деятельности, я использую технологию edutainment. То есть здесь я пытаюсь сочетать обучение с развлечением. При этом я использую интерактивные технологии, такие как различные приемы и инструменты, с помощью которых я развиваю те или иные навыки и умения детей. То есть здесь мне в помощь именно технология edutainment, потому что в жизни детей сейчас очень много компьютеров, различных игр, и чтобы как-то заинтересовать, точнее привлечь внимание ребят, я активно использую эти технологии в своей практической деятельности. Я считаю, что мы живем в современном мире, и уходить от использования, естественно, согласно нормам Сан-Пина, уходить от использования компьютерных технологий на уроках, ну, просто невозможно, потому что это то, что в жизни ребят, и я пытаюсь сделать использование компьютера более полезным для получения образования и отработки тех или иных навыков и для автоматизации различных видов речевой деятельности, в частности, на своих предметах. Спасибо огромное, Анна Сергеевна. Очень приятно слышать вот нотку гордости и уверенности в вас, и с удивлением, да, обнаруживаешь, что такие начинающие классные руководители настолько заряжены позитивом, готовы к работе и, что называется, с горящими глазами идут на работу. Это чувствуется. Спасибо вам большое. Замечательное выступление. Да. Здорово, что вы нам раскрыли действительно инструмент проектирования работы классного руководителя именно в форме программы воспитания, которая уже реализуется в вашей гимназии. Замечательно. Спасибо. А сейчас всего доброго, до свидания, успехов в работе и горящих глаз обязательно. А сейчас наш семинар продолжает Елена Петровна Сидельник, заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа номер 42» города Воркуты. Елена Петровна является руководителем городского методического объединения классных руководителей города Воркуты. Воркута и именно
Дом учителя, да, с которым мы сотрудничаем и всегда идет навстречу Республиканскому институту развития образования, активно участвует вот именно в работе республиканских методических объединений, в работе линейки семинаров для классных руководителей и, конечно же, всегда старается поддержать своих педагогов и создать те условия, чтобы они развивались и выступали на республиканском уровне. Спасибо вам огромное. Елена Петровна, вы готовы? Мы вас видим. Прекрасно выглядите. Добрый день, Анастасия Николаевна. Спасибо за теплые слова в адрес воркутинского образования. Очень приятно. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени педагогов Воркуты приветствую всех участников семинара. Благодарю организаторов за представленную возможность классным руководителям обменяться опытом работы. В своем выступлении я остановлюсь на проектной деятельности как форме реализации деятельностного компонента в гражданско-патриотическом воспитании современных подростков. Как заместитель директора и как классный руководитель я пришла к выводу, что воспитательный процесс – это системное воздействие на ребенка путем создания таких условий, в которых у детей класса или школы, вовлеченных в активную деятельность, идет свободное формирование личностных качеств. Свой поиск лучших форм организации деятельности учащихся я остановила на технологии проектной деятельности. Как руководитель городского методического объединения классных руководителей города Воркуты хочу отметить, что в рамках работы объединения мы уделяем большое внимание развитию компетенций классных руководителей и поиску эффективных методов организации работы с детьми. Для современной школы организация воспитательного процесса – это обязательная составляющая учебного процесса. Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа ориентировано на личностное развитие ребенка, в рамках которого стандарт рассматривает и реализует воспитание. Поэтому в задачи работы городского методического объединения классных руководителей включено методическое сопровождение реализации технологий деятельностного подхода. Цель в том, чтобы в образовательном учреждении сложилась целостная система целенаправленной, последовательной работы по формированию основ проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Реализация проектной деятельности в контексте ВГОС – это одна из наиболее интересных и сложных задач. Этот метод обучения стимулирует интеллектуальную активность, формирует умение работать в команде, способствует развитию навыка самостоятельной постановки и решения проблемы, повышает степень заинтересованности учащихся в результатах своей деятельности. Я расскажу об этом на примере своей школы, школы номер 42 города Воркуты. В сентябре 2018 года в нашей школе был открыт первый кадетский класс. Поэтому гражданско-патриотическое воспитание для нас не только неотъемлемая часть ВГОС, но и обязательная составляющая кадетского образования. Образовательная компонента кадетского образования является базовой. Она строится с учетом ВГОС в рамках преемственности основных образовательных программ начального и основного общего образования. Сегодня я представляю опыт проектной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся начальной школы и учащихся основной школы в рамках двух проектов. Это проект «Книга памяти. Дорога и прадедов» и проект «Кадетский бал». Мои бывшие четвероклассники не понаслышке знали о защитниках Отечества. Родители 5 учеников – служащие Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» на уроках литературного чтения мы много говорили о защитниках Отечества. Перелистывали страницы боевой славы нашей Родины. Здравствуйте еще раз. Елена Петровна, пожалуйста, попробуйте еще раз подключиться. Дело в том, что видео пропало, да, мы сейчас ждем недолго, потому что очень хотим ознакомиться
действительно с вашим докладом по проектной деятельности, так как это интересно и значимо. Если можно, подключитесь, пожалуйста, к нам. Вы нас слышите? Так. Ага. Мы в ожидании. Секундочку, уважаемые коллеги, сейчас Воркута попытается еще раз подключиться к эфиру. Технические моменты такие бывают, сложности. Владимир Валерьевич, у нас, к сожалению, пропала Воркута. Можно я вот себя сделала сейчас в эфир? Вывела. У меня в дверях уже не слышно даже. Слышно, да? Хорошо. Получается? Пытаются, да? Наши коллеги из Воркуты пытаются подключиться. Давайте мы немножечко подождем, да? И дадим возможность все-таки, да, продолжить доклад по проектной деятельности. Ага, немножко. Неожиданно получается. С камерой, да, наверное, проблема? Сейчас еще долго подождем. А пока у нас есть возможность, уважаемый классный руководитель, скажите, пожалуйста, вот в разрезе нашей темы, может быть, есть у вас какие-то вопросы? Можете ли вы их сейчас задать? Елена Петровна тоже наблюдается. Анастасия Николаевна, нас слышно? Вот, Людмила пишет, что все восстановилось. Все видят, ну, это проблема у тех, у кого... Да. Да, у кого-то нет видео и звука. Они пусть у себя обновят страницу. Если вы видите меня и Елену Петровну, пожалуйста, отправьте 2 плюсика, чтобы мы видели, что мы обе на связи сейчас. Ага, замечательно, хорошо. Все. Здорово. Елена Петровна, продолжайте. Извините, пожалуйста, за вмешательство. Просто были небольшие технические какие-то погрешности. Ничего страшного. Спасибо, коллеги. Я продолжу. Итак, родилась идея проекта «Книга памяти дорогой прадедов». Книга бессмертного полка нашего класса. Как классный руководитель я поставила перед собой цель создать условия, в которых формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России станут важнейшим результатом испытательного процесса. Ведь проект дает возможность ребятам познакомиться со своими родственниками-героями, узнать историю их жизни и боевого пути, возродить память о них, сказать спасибо за мирное небо, так, чтобы память в сердце жила. Кроме того, дети создадут для школьного музея экспонат – книгу памяти о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны.
Был определен круг задач проекта. Рассказать о героях своих семей, их участии в самом трагическом событии в истории Отечества XX века, Великой Отечественной войне. Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками, работать в группе. Учиться работать с различными источниками информации, анализировать и сравнивать информацию, составлять тексты. После посещения школьного музея «Моя малая Родина» мы разработали пошаговую инструкцию и приступили к работе. На первом этапе каждый из ребят в семейных архивах должен был найти фотографию и информацию о своем прадеде. Собрать данные о дате и месте рождения, о месте прохождения службы, о возможных ранениях, о боевом пути солдата оказалось самой сложной задачей. Фотографий прадедов, участников войны, в семьях не так много, сведения о них обрывчатые. Благодаря цифровым технологиям дети связывались с родственниками, искали и пересылали фотографии своих героев, сделанные в военное время и после войны. Следующим этапом стало уточнение и дополнение полученной информации. Нами было принято решение воспользоваться информационным проектом «Память народа». Были найдены призывные документы, карты боевого пути и наградные листы героев, сведения о безвозвратных потерях. Далее школьники писали рассказы о своих прадедах на основе полученной информации об их боевом пути, о жизни в мирное время, дополняли рассказ фотографиями. Совместно с четвероклассниками мы разработали макет обложки, дизайн страницы и стиль книги. Так родилась книга бессмертного полка нашего класса. В ней собраны биографии 20 солдат-победителей. Для книги мы с ребятами написали небольшое посвящение. Мой прадед был простой солдат, без высших званий и наград. Он воевал за нас с тобой, и за земли клочок родной. Мой прадед родине служил, чтоб я сегодня мирно жил. До проекта ребята мало знали о своих прадедах. Благодаря проекту они возродили память о героях. Страницы семейной истории и истории Отечества стали одним целым. Сегодня в одном строю те, кто выжил, и те, кто уже никогда не вернется. Среди них красноармейцы, пулеметчики и стрелки, погибшие и пропавшие без вести в 1941 и 1943 годах. Узники концлагеря Бухенвальд, угнанные в Германию на принудительные работы, и дети войны. Вернувшиеся домой участники героической обороны Сталинграда, военные комиссары и командиры взвода зенитного артиллерийского полка и самые обычные рядовые, как мой дед Сосновенко Дмитрий Яковлевич. Проект объединил поколения, ведь в работе над книгой памяти приняли участие и дети, и родители, и родственники. Мы переписывались с бабушками и дедушками. По электронной почте и в мессенджерах пересылали уцелевшие фотографии. Вместе записывали рассказы о жизни своих героев. Мы написали свою книгу о Великой Отечественной войне. Книгу, в которой знаком каждый рассказ, каждая фотография, каждая награда. Извините, Елена Петровна, за документ. вмешательство. Дело в том, что как-то так случилось, что часть наших участников может вас видеть и слышать, а часть видит только презентацию. В частности, вот у нас в Коми республиканском институте развития и образования тоже видна только презентация. Вот наши сотрудники технической поддержки советуют выключить видео по возможности, потому что видео не идет, и включить только звук, микрофон, да, и попробовать говорить вот именно опираясь на значок микрофона, чтобы мы вас смогли услышать. Попробуйте, пожалуйста, так переключиться. Пока не слышно. Анастасия Николаевна. Да, все. Елена, слышно? В ходе работы над книгой нам пришла идея создания маленького памятника защитникам Отечества. Этот памятник мы установили к 23 февраля 2020 года в нашем учебном кабинете. Памятник солдатам бессмертного полка нашего класса в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
К маю 2020 года книга памяти о боевом пути ветеранов Прадеда, об истории нашей семьи, истории нашего Отечества была издана. Электронный вариант книги памяти размещен на официальном сайте школы в виртуальном кабинете. Сама книга хранится в школьном музее «Моя малая Родина» и доступна всем. Замечательно. Оценивая значение работы над проектом, книга памяти необходимо отметить, что героический пример родных пожалуйста. Мы уже договорились, что видео не будет, будет только звук и презентация. Если презентация есть и звук есть, поставьте, пожалуйста, плюсик. Все, ну тогда мы продолжим. В нашем проекте приняли участие все кадеты школы. Важно отметить, что кадеты 6-8 классов уже были участниками городского кадетского бала в прошлом учебном году. Для кадет 5 класса, которые были посвящены в кадетское братство в декабре 2020 года, это был первый кадетский бал. Приступая к реализации проекта, мы ставили целью, воссоздав атмосферу бала, способствовать формированию высоких гражданских и личностных качеств учащихся, которые будут основанием для подготовки к служению Отечеству. Среди задач проекта такие как реконструировать бал как общественно значимое событие не только для XVIII века, но и для сегодняшнего дня. Разучить нормы и бальный этикет, традиционные бальные танцы, полонез, вальс знакомств, кадриль, вальс. Формировать в сознании подростков ценности патриотизма, уважение к традициям, культурному и историческому наследию россиян. Развивать сотрудничество между всеми категориями участников, взрослыми и подростками, в процессе подготовки бала. Развивать метапредметные умения работать с различными источниками информации. Развивать личностные качества, терпение, выдержку, прилежание, артистизм. Подготовку к балу мы начали с истоков, поэтому окунулись в эпоху императрицы Анны Иоанновны, по инициативе которой были образованы кадетские корпуса. Отправной точкой для нашего проекта стал указ императрицы от 1731 года о записи дворян в кадетский корпус. Так как нам предстояло провести не просто кадетское мероприятие, а кадетский бал, далее мы изучили этикет и традиции ассамблеи, которые ввел в 1718 году Петр I. Мы восстановили список традиционных танцев, которые исполнялись как во время ассамблей, так и на кадетских балах. Он стал основой программы нашего бала. Далее мы приступили к разучиванию танцев и репетициям танцевального бального искусства. Этот этап оказался самым долгим, сложным и важным в воспитательном процессе. Далее деление на пары, репетиции в группах и сводные репетиции, разучивание па, большого и малого квадратов,
Само исполнение современными школьниками традиционных для бала танцев – это не только возможность соприкоснуться с историей и традициями, это необходимость проявлять такие качества личности, как выдержка, терпение, сообразительность и артистизм. Окунувшись в историю кадетства и быта кадетских корпусов, которым по указу императрицы для учения и житья был дом определен, и велено было офицерам и учителям всегда смотреть за кадетами, кадеты нашей школы сняли видеоролик. В видеоролике ребята рассказали о своем доме, школе, педагогах и кураторах, офицерах войсковой части 34575. Ролик был продемонстрирован во время бала. Наш бал почтила своим присутствием императрица Анна Иоанновна. Высочайшая особа проинспектировала учебное заведение, в котором учатся кадеты, познакомилась с педагогами и кураторами, оценила танцевальное искусство современных школьников. Кадеты приветствовали всех присутствующих полонезом и вальсом знакомств, исполнили танец гусар, кадриль и закружились в вальсе «Короле бала». 2 вальсовых номера в исполнении педагогов, родителей и военнослужащих войсковой части 34575 со своими женами стали сюрпризом для кадетов. В вальсе кружилось все кадетское братство школы. Так, в 21 веке ожили традиции проведения кадетских балов, а школа номер 42 города Воркуты открыла свою новую страницу в истории. Книга памяти, кадетский бал – это проекты, которые позволили интегрировать гражданско-патриотическое воспитание в основные виды деятельности школьников. Эти проекты ориентированы на личностный результат. Следовательно, они в полной мере обеспечивают достижение планируемых результатов, которые стратегически важны для всех участников образовательного процесса. Такая форма работы учит сотрудничеству, позволяет в условиях цифровизации современного общества приобщать подростков к общечеловеческим ценностям, дает возможность укреплять связь поколений, учит уважать прошлое, гордиться своими предшественниками, формирует понимание роли в истории кадетства в современном мире. Сопричастность к большому и важному делу формирует готовность к служению Отечеству. В заключение хочется отметить, что детский возраст является наиболее оптимальным для гражданско-патриотического воспитания, потому что это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизни идеалов ребенка. В воркутинских школах накоплен богатый опыт по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. Мы пришли к выводу, что реализация гражданско-патриотического воспитания с помощью только знаниевого подхода малоэффективна. Новое время требует от нас содержания форм и методов воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Развитие кадетского движения, работа патриотических клубов и творческих объединений, конкурсы и акции, волонтерская деятельность, проектная деятельность. По нашему мнению, лучшие формы реализации деятельностного компонента в гражданско-патриотическом воспитании современных подростков. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Анастасия Николаевна. Замечательными фотографиями, фотоотчет такой яркий, интересный. Скажите, пожалуйста, Лена Петровна, а вот подготовительная часть проекта с какое время заняла и какое участие принимали родители обучающихся, потому что вот действительно такое яркое событие подготовить, я думаю, стоит совместных больших усилий. Можете нам рассказать подробнее, пожалуйста? Ну, если говорить о временных рамках проектов, то вот первый проект «Книга памяти «Дорога и прадедов» мы готовили на протяжении 3 месяцев. Мы начали перед Новым годом, и вот к 23 февраля уже был разработан первый вариант книги, которую уже вот как бы к 9 мая мы распечатали. А роль родителей была очень огромная, потому что дети 4 класса,
Они нуждаются в такой помощи, как пересылка фотографий, распечатать, собрать информацию, помочь записать, может быть, какие-то сведения из архивных документов. Поэтому здесь вот заслуга родителей, она очень велика. Если говорить о проекте «Кадетский бал», мы начали его готовить тоже перед Новым годом, и вот 24 марта этот проект увидел свет. Родители тоже были очень активными участниками и самого бала, потому что приняли участие в танцевальном номере, да, в вальсовом номере. И были участники активной подготовки этого мероприятия, репетиции, костюмы, внешний вид девочек, какие-то правила и нормы этикета, которые нужно было обсудить не только в школе, но и в семье, потому что нельзя просто вот в одночасье прийти и попасть на бал, да, к балу нужно готовиться, и этой подготовкой занимались не только наши кадеты, но и их родители. Поэтому общими усилиями в течение 3 месяцев это мероприятие было подготовлено. Здорово, замечательно. На самом деле вот эти горящие глаза детей, да, о которых мы сегодня говорим, они действительно сверкают прямо на фотографиях, и захотелось прямо окунуться в эту атмосферу, потому что действительно такой яркий, интересный, запоминающийся проект и события, которые вы подарили вашим обучающимся, конечно, имеет большую ценность, и я думаю, что останется и в памяти, и в том ценностном отношении к таким, да, высоким проявлениям галантности, такта, каких-то вежливых обращений и, собственно, этикета, да, уже наши обучающиеся впитают, что называется, именно благодаря этой атмосфере, которую вы смогли создать. Спасибо вам огромное. Вот коллеги тоже выражают свое восхищение и о том, что если детям интересно, то и польза всегда будет. Да? Самое главное, чтобы действительно мы поднимали детей к высоким целям, к идеалам и дарили им опыт вот такого взаимодействия, в том числе и с детьми. Спасибо огромное. Спасибо, Анастасия Николаевна. Всего доброго. Спасибо за сотрудничество. Я надеюсь на дальнейшую работу совместную и на новые встречи. Спасибо большое. Так, хорошо. А сейчас на связи к нам возвращается гимназия номер 2 города Инты. И к нам присоединяется Наталья Ивановна Григоришина. Наталья Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия номер 2 города Инты. Это наша опорная школа. Вот. И на прошлом семинаре, да, когда Ольга Михайловна рассказывала нам о проекте, тоже, который реализовался «Капитал», да, заинтересовались наши участники. Мы пообещали, в свою очередь, что организуем такую встречу, и подробнее нам гимназия номер 2 расскажет об этом проекте. И вот мы эту встречу организовали. Собственно, она здорово умещается в рамках заданной темы. И слово предоставляем Наталье Ивановне с выступлением «Финансово-экономическая игра «Капитал» как инструмент повышения финансовой грамотности и сплочения классного коллектива». Потому что если мы говорим о психологических индивидуальных особенностях, да, и возрастных особенностях обучающихся, то, конечно же, мы говорим о том сплочении коллектива, которым и обеспечивает в первую очередь классный руководитель. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники нашего семинара. Хорошо ли меня слышно и видно? Слышно, видно? Ага, здравствуйте. Итак, сегодня я представляю вашему вниманию доклад «Финансово-экономическая игра «Капитал» как инструмент финансовой грамотности и сплочения классного коллектива». Нам очень приятно, что данная практика вас заинтересовала, и мы с удовольствием поделимся своим опытом. Финансовая грамотность в системе общего образования является необходимым условием формирования социальных компетентностей учащихся. Важно, чтобы каждый учащийся имел определенные экономические знания, навыки, умения, то есть обладал экономическим мышлением. Дети так или иначе рано включаются в экономическую жизнь семьи. Главное – отношение к собственным средствам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей в будущем. Результат повышения финансовой грамотности будет определяться в правильном отношении ребенка к труду, в его поведении при решении вопросов расходования каких-либо ресурсов.
Одним из инструментов повышения финансовой грамотности в гимназии является финансово-экономическая игра «Капитал». Как показала многолетняя практика, эта игра стала еще и эффективным инструментом сплочения классного коллектива и ученического сообщества в целом. Вначале небольшой экскурс в историю игры «Капитал». Впервые она была разработана и внедрена в 1993 году. В то время наша гимназия имела название «Экспериментальная французская школа». В первом сезоне игры принимали участие все 62 учащихся гимназии. На тот момент было открыто 2 первых и 2 вторых класса. Учащиеся получали за хорошие отметки денежные средства. По завершению проводилось закрытие игры, во время которого дети имели возможность потратить заработанные деньги на различных развлекательных станциях. Для приумножения своих капиталов они могли принести домашнюю выпечку, получив за нее дополнительные денежные средства и затем потратить эти средства на станции кафе. Спонсорами игры выступали учредители экспериментальной французской школы. Первоначально игра создавалась для мотивации к обучению и давала мгновенный мотивационный эффект уже в первый месяц учебного года. Постепенно игра видоизменялась. Увеличивались количество участников, сроки проведения игры, вносились различные коррективы. Валюта игры называлась франки, затем еврики, а в последние годы рублики. Игра приобрела финансово-экономические и профориентационные аспекты. Был создан банк ФШ. Его работниками стали учащиеся 8 классов. Во время проведения мероприятий по закрытию игры старшеклассники получили возможность поучаствовать в профессиональных пробах в качестве организаторов и работников различных развлекательных станций. Игра «Капитал» стала большим совместным проектом всех участников образовательных отношений гимназии. Предприниматели нашего города выступают спонсорами этой игры. А в 2015 году генеральным спонсором игры выступило Интинское отделение Сбербанка России. Специалисты банка, работая на станциях во время закрытия игры, в доступной форме доносили до ребят систему работы Сбербанка, объясняли, как использовать и увеличить свой капитал, куда его потратить. В этом учебном году в силу санитарно-эпидемиологических ограничений игра впервые проводилась с использованием дистанционных технологий. Был создан сайт игры «Капитал». Благодаря сайту клиенты банка могут получить информацию о руководстве и работниках банка ФШ, акциях, предлагаемых к приобретению, вкладах и счетах. Опыт организации и проведения игры «Капитал» ранее был представлен педагогическими работниками нашей гимназии в различных мероприятиях. Хочу представить вам механизм проведения игры «Капитал», существующий на сегодняшний день. Игра проводится в форме коллективно-творческого дела в учебных помещениях гимназии в течение первой учебной четверти. В ней принимают участие учащиеся 2-11 классов. Руководит игрой заместитель директора по воспитательной работе, а работой банка учитель математики и классные руководители 8 классов. Координируют работу фирм, предприятий и игровых станций учителя гимназии. Подготовка и проведение игры осуществляется в рамках партнерских отношений с Интинским отделением Сбербанка России и предприятиями нашего города. Игра делится на 4 этапа. И первый этап – это подготовительный. Во время него проходит материально-техническое обеспечение игры, информирование гимназического сообщества, подготовка необходимой документации. На данном этапе игры разрабатываются и дорабатываются положения, формы для начисления заработной платы, процентные ставки по счетам, изготавливается информационная и рекламная продукция. На начальном этапе прорабатывается функционал работников банка. Согласно разработанной схеме управления, каждый отдел выполняет определенные функции. Итак, организационная структура банка включает в себя управляющего банка и его заместителя. Также существует монетный двор и служба безопасности. В ней работают по 4-6 сотрудников. Есть кредитный отдел, регистрационная палата по 2 сотрудника, расчетно-кассовый центр, которым занимаются расчетчики и кассиры по 1 на класс. Отдел ценных бумаг, по 3 консультанта и 3 менеджера работают в данном отделе.
Начальный этап включает в себя информирование участников о правилах и порядке игры. 1 сентября проходит торжественное открытие очередного сезона игры «Капитал», на котором презентуется работа банка. Происходит знакомство с правилами игры, условиями финансовых вкладов и акций. Открытие очередного сезона игры проходит в 2 этапа. Первый этап для учащихся 2-4 классов. Гимназисты получают всю необходимую информацию о работе банка и возможность заработать первые рублики. Помочь заработать первые денежные средства гимназистам могут их родители, постоянные участники игры. Второй этап для учащихся 5-8 классов. Церемония проходит на 3 языках. Ведущие на русском, французском и английском языках задают гимназистам различные вопросы, загадки из области финансов и экономики. Учащиеся 5-7 классов проходят экономический квест, а для учащихся 8 классов проводится конкурсный отбор управляющего и аукцион вакансий сотрудников банка ФШ. Примечательно, что и на этой церемонии всегда присутствуют родители. И организаторы обязательно готовят задания для них, предоставляя им возможность помочь детям в первом заработке. Итак, на этом этапе происходит также формирование первоначального капитала. Первые 7 учебных недель учащиеся 2-8 классов начисляется зарплата на основании ведомости успеваемости ГИСЭО. Во 2-й учебной неделе учащиеся могут открыть счета и вклады на различных условиях и с различными процентными ставками. Счета и вклады оформляются расчетно-кассовым центром банка ФШ. Получить подробную информацию учащиеся могут у консультантов банка ФШ. Приведу примеры счетов и вкладов, которые работают у нас в этот период. Итак, это счет до востребования, танцуй, компьютерный, день здоровья. Учащиеся могут заказать дискотеку для своего класса. Существуют также вклады «Сохраняй», «Управляй» и «Пополняй». Также на данном этапе происходит создание предпринимательской структуры. Открытие фирм и предприятий происходит на 4-й неделе первой четверти. Учебная фирма – имитационная модель реальной фирмы, которая производит и продает реальный продукт либо услугу. Учащиеся объединяются в группы по интересам, выбирают в качестве наставника педагогического работника, который будет курировать организацию работы фирмы, помогать с оформлением документации, оказывать необходимую помощь. Определяется направление деятельности фирмы, востребованность производимых товаров и услуг. Составляется бизнес-план и заявка для регистрации в банке. Регистрационная палата на основании представленных документов выдает лицензию на осуществление предпринимательской деятельности и заключает договор с работниками фирмы. При необходимости руководитель фирмы может получить кредит в банке ФШ. Для примера сотрудники издательства «Звезда» разрабатывали и изготавливали различные памятки, подсказки на французском языке, календари, закладки и иную полиграфическую продукцию. Основной этап. Работают все службы управления и обеспечения, проводятся культурно-массовые мероприятия. Еженедельно работниками банка начисляются денежные средства всем учащимся 2-8 классов. Проводится мониторинг по следующим направлениям. Самый богатый вкладчик, самый активный вкладчик. Служба безопасности банка ФШ следит за выполнением правил игры. К нарушителям применяются штрафные санкции. На последней неделе проведения финансово-экономической игры «Капитал» все денежные средства, заработанные учащимися в данном сезоне, сдаются в банк. Расчетно-кассовый центр подводит итоги индивидуально по классам и по параллелям. На основании этих данных рассчитывается стоимость акций, сертификатов и цены на посещение развлекательных станций, организуемых во время закрытия игры «Капитал». Хочу представить вам некоторые из видов ценных бумаг. Акция именная, основная, самая почетная у нас акция, дает право на 50% скидку при оплате за 1 месяц обучения. Любой месяц на выбор, кроме сентября и октября. Акция выручает, дает право на 1 подсказку во время проведения контрольной работы.
Акция «Подушка безопасности» дает иммунитет от получения одной неудовлетворительной отметки. Есть еще акция «Парта мечты», которая дает право на выбор места в классе в течение первой четверти. Вот такие акции и еще много разных. Каждый сезон появляются новые акции. Об этом мы, если надо, тоже потом можем рассказать. Итак, информация о стоимости акций и развлекательных станций, а также о месте размещения станций располагается на рекламном стенде заранее, чтобы учащиеся могли спланировать свои финансовые вложения и траты. Заявки на приобретение акций участники игры подают в банк ФШ за 3 дня до закрытия игры. В конце первой учебной четверти, в день закрытия игры, проводятся итоговые линейки, на которых подводится итог работы банка, ФШ и сезона в целом. Объявляются победители по номинациям: самый активный вкладчик, самый богатый вкладчик, предприниматель года, вручаются приобретенные акции и сертификаты и выписка из личного счета участника для посещения станции на закрытие игры. Затем проходит закрытие игры «Капитал», которое организуют учащиеся 9-11 классов. Для посещения открыты различные развлекательные и игровые станции, на которых работают волонтеры из числа старшеклассников. Все эти станции клиенты банка могут посетить вместе с родителями. Каждый сезон станции видоизменяются, дорабатываются, появляются новые. Я расскажу о некоторых из них. Итак, самые популярные станции. Станция «Обжорка» – это самая любимая из прошлых сезонов игры. На ней дети могли приобрести выпечку на любой вкус. Комната страха. Старшеклассники здесь устраивают для малышей настоящий загадочный квест со звуковыми и осязательными эффектами. 5D-аттракцион. Гимназисты сами заменяют собой сложное оборудование 5D-кинотеатров, доставляя море эмоций юным киноманам. Станция «Аукцион». Тут гимназисты имеют возможность приобрести различные нужные вещи. Это может быть книга или салфетка, вышитая руками учителя математики. Станция «Блинная». На ней старшеклассники выпекают блины и устраивают настоящее русское чаепитие по всем традициям. Рост, вес, витаминка. Гимназисты получают полную информацию о параметрах своего тела, все на официальном бланке станции, и витаминку. Виртуальная реальность. Гимназисты сами подбирают наиболее популярные компьютерные игры, настраивают компьютеры и организовывают работу станции. Занимательная психология. Это станция, на которой гимназисты имеют возможность окунуться в популярную психологию, пройти веселые и полезные тесты, заняться арт, сказка и игротерапией. Угадай мелодию и голос. Гимназисты имеют возможность выиграть приз, угадав мелодию и исполнить любимые песни соло или группой. За наиболее лучшее исполнение участники получают приз. Станция «По белу свету» – одна из самых любимых. Посетив ее, гимназист попадает в чудесную историю, придуманную старшеклассниками. Каждый сезон в гимназии работает 2-3 салона красоты, где учащиеся могут сделать себе прическу. Аленький цветочек. На этой станции гимназисты имеют возможность не только приобрести цветочный росток, но и получить подробную инструкцию о том, как за ним ухаживать. Всевидящее око, где работает гадалка. Станция «Спарта». На этой станции ребята получают возможность проявить силу, ловкость, меткость и получить за это заслуженный приз. Станция «Занимательный английский». Станция «Электрошок». В кабинете физики гимназисты получают возможность познакомиться с основными законами природы на основе простых физических опытов. Фотосалон. Для каждого желающего устраивается настоящая костюмированная фотосессия. Французское кафе. Посетившие это кафе погружаются в атмосферу Франции. Станция «Французская». Чудесная мастерская. Тут у ребят появляется возможность научиться мастерить, работая в различных техниках. Игровая. Тут можно научиться различным играм и весело провести время. Шах и мат. Научиться игре в шахматы и сыграть с маститыми шахматистами гимназии. Сможет каждый гимназист, посетивший эту станцию. И школа танцев. Самая
Современные танцевальные техники по желанию ребят преподают в школе танцев девушки из старшей группы танцевального ансамбля гимназии. Я привела пример только нескольких станций. В среднем в каждом сезоне работает порядка 40 станций. Заключительный этап игры. После закрытия игры учащиеся имеют возможность приобрести сберегательный сертификат, который поможет им сохранить и приумножить свой капитал, не потраченный во время закрытия игры, до следующего сезона. На данном этапе через профориентационно, профессионально ориентированные виды деятельности у гимназистов формируются знания и навыки в области экономики, управления персоналом, создаются условия для практической социальной активности учащихся. Это позволяет учащимся испытать и преодолеть правдоподобные трудности, связанные с началом предпринимательской деятельности и ведением бизнеса, получить представление о реальном рынке и предпринимательской деятельности. Игра не статична. Ежегодно после игры проводится мониторинг, анкетирование по итогам игры с целью выявления этапов, требующих доработки, анализ эффективности работы организационных и контролирующих органов, анализ количества участников, направления деятельности и банковская статистика, анализ работы фирм и предприятий. Игра «Капитал» проводится в духе основных традиций воспитания. Она является стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии. Через нее осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой игры «Капитал» является ее коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов. В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося увеличивается его роль в игре «Капитал» от участника до организатора. В проведении игры «Капитал» поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность. Данная игра полностью соответствует целевым приоритетам программы воспитания. Она входит в рабочие программы воспитания учащихся в гимназии на всех 3 уровнях образования. В инвариантные модули, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление, профориентация и вариативные модули, ключевые общегимназические дела и организация предметно-эстетической среды. Я благодарю вас за внимание. Есть ли у вас вопросы, коллеги? Наталья Ивановна, замечательное было выступление, вот эмоциональная реакция наших коллег. Я вижу, я думаю, вы видите слова благодарности, слова восхищения, да. Действительно интересный проект, очень яркий, актуальный, потому что если мы говорим о финансовой грамотности и говорим о финансовой грамотности обучающихся, да, то вот такой способ, да, обучения, наверное, будет самым востребованным и актуальным. Вот те слова, которые говорили коллеги, да, в адрес данного проекта и вашего выступления, грандиозное мероприятие, да. Если мы говорим о программе воспитания, то подобное, так скажем, подобный проект навряд ли будет называться мероприятием. Скорее, это событие в жизни и педагогов, и родителей, законных представителей, самое главное, обучающихся. Вы абсолютно правы. Данный проект затрагивает действительно несколько модулей, да, программы воспитания. И если мы говорим о той мотивации, сегодня на семинаре был задан вопрос по поводу мотивации и каким образом его повышать, да, то вот яркий пример. То есть те формы, которые здесь продемонстрированы, взаимодействия, да, они действительно вызывают интерес со стороны детей и участие, например, в тех же уроках физики более активного, да, то есть, потому что благодаря вот таким вот интерактивным формам ребята испытывают себя, ребята включаются, и ребята действительно интересуются не только развлечением каким-то, да, но и предметом, а уже вот именно действительно финансовой грамотности, о повышении уровня финансовой грамотности обучающихся. Тут бесспорно достижение цели, что называется, и выход на результат достаточно высок. Спасибо вам огромное. Мы благодарим вас за подключение, за участие, за то, что вы делитесь своим опытом. Огромный привет Ольге Михайловне. Спасибо вам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Да? И вот я желаю, уважаемые классные руководители, больше ярких событий, потому что мероприятия мы проводим когда?
Чаще всего это профилактические какие-то мероприятия, когда принимаем меру по уже происшествию какому-то, так скажем, может быть, даже чрезвычайному происшествию, да, и проблеме связанной. То есть мы принимаем меры и проводим мероприятия. А вот яркие события, и наши коллеги нам сегодня продемонстрировали на семинаре, каким образом реализуются эти события в их общеобразовательных организациях. Спасибо огромное Елене Петровне за интересные яркие проекты, Наталье Ивановне за такой доклад, Ане Сергеевне за тот опыт, первый опыт классного руководителя, который так ее вдохновляет. И, конечно же, огромное спасибо Варваре Алексеевне, нашему эксперту, победителю конкурса, всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020». Мы сегодня видели разные примеры, и мы видели яркие примеры того, какие могут быть ребята и выходить из стен наших общеобразовательных организаций. Да? То есть те видеоролики из новостной ленты, которые были нам продемонстрированы, говорят о том, что на самом деле, чем больше мы увлекаем ребят, чем больше мы наших обучающихся вовлекаем в такую совместную детско-взрослую общность, да, и обеспечиваем такое взаимодействие, тем выше будет результат и уровень воспитания личностного роста наших обучающихся на выходе из стен общеобразовательной школы в жизнь и в мир, так сказать, взрослой жизни уже, где они смогут ориентироваться и в финансовой грамотности, и в каких-то проявлениях действительно высоких себя, нравственных, да, и действительно проявлять заботу о других, о своих близких и просто людях и существах, да, с уважением относиться к миру и к окружающим. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Я надеюсь, наш сегодняшний семинар был для вас полезным. Сертификат скачивается по итогам просмотра семинара на сайте семинара, там, где вы регистрировались, да, при условии, что вы являетесь участником данного семинара, вы имеете доступ к просмотру видео, записи данного семинара и к возможности скачивания сертификата. Просто нужно нажать на значок «Сертификат», и он у вас автоматически скачивается на ваше электронное устройство, мобильное или компьютер. Извините за какие-то такие технические проблемы, которые возникли, да, у нас со связью, потому что коллеги выходили к нам из разных городов Республики Коми и вот из Москвы, Российской Федерации. Но я думаю, что действительно этот семинар тоже также стал событием в вашей жизни и вдохновляет вас, уважаемые классные руководители, на дальнейшую работу, яркую во взаимодействии с родителями, законными представителями и с обучающимися в вашей конкретной общеобразовательной организации. Всего доброго, до новых встреч!